В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Заключительное заседание осенней сессии состоялось в Совете Федерации 20 декабря. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги работы сенаторов во время осенней сессии и обозначила приоритеты парламентариев в 2025 году. О ключевых достижениях и приоритетных направлениях деятельности Совета Федерации мы сегодня и поговорим. Гость студии Сахамин Афанасьевич, член Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сахамин Миланович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие приоритетные задачи стояли на повестке дня в осеннюю сессию? В этом году мы рассмотрели, одобрили и внесли президенту 560 федеральных законов. В основном федеральные законы были направлены на исполнение государственной политики Российской Федерации по части исполнения указа о приоритетных направлениях и послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это семейная политика, демографическая политика, миграционная политика, налоговая донастройка. И, конечно, пакет законов, который был посвящен развитию регионов, инфраструктурные законы. И пакет законов был направлен на реализацию и поддержку участников специальной военной операции, самих участников и членов семей. Утвержден бюджет страны на следующий год и ближайшие 3 года. Отражает ли главный финансовый документ поручения президента по ускорению социально-экономического развития страны? Бюджет у нас социальный и сбалансированный. Доходная часть составила 40 триллионов рублей, расходная часть 41 триллион рублей, дефицит 1 триллион. Но он будет исполнен по программе заимствований. А фонд обязательного медицинского страхования, бюджет 4 триллиона 400 миллиардов. Это тоже очень значительная сумма. Основные приоритетные направления бюджетной политики – это реализация вопросов семейной политики, социальных направлений, вопросы обороноспособности и безопасности государства. И, конечно, очень значительная сумма направлена на реализацию национальных проектов, которые стартуют с 2025 года. 6 триллионов рублей будет направлено. Какие приоритетные направления для субъектов, контролирующих сенаторы? Какие ключевые направления работы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, а также региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера? При принятии федеральных законов наш комитет рассматривает как раз правоприменение будущего законопроекта на определенной территории, на регионах Российской Федерации. И смотрим наличие заключений глав субъектов, парламентов региональных и позицию региона по данному вопросу. Наш комитет в этом году рассматривал такие направления, как интеграция и поддержка воссоединенных регионов, это ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская область, вопросы социально-экономического развития регионов, инфраструктурное развитие регионов. По вопросам МСУ на Совете МСУ Совета Федерации был рассмотрен вопрос предстоящей реформы местного самоуправления в Российской Федерации. Был выработан ряд рекомендаций для Государственной Думы, правительства Российской Федерации, чтобы учесть права и учесть особенности развития муниципального сообщества Российской Федерации. Ну и, конечно, вопрос развития Дальнего Востока, Арктики в приоритетном порядке рассматривается на нашем комитете. Это поддержка КМНС, будущая концепция поддержки КМНС, вопросы развития Дальнего Востока, опорных пунктов, Северного завоза, Северно-морского пути и, конечно, вопросы жилищного строительства в Дальневосточном регионе. Вот вы ранее уже сказали, что вопросам СВО очень большое значение и внимание было уделено. Вот сегодня комплексная поддержка оказывается участникам СВО и членам их семей, конечно же, на разных уровнях. Расскажите о законодательном обеспечении участников СВО и их семей более обширно. В этом году, в 2024 году, мы приняли 60 федеральных законов. Они все направлены на поддержку участников СВО и членов семей. Вырабатывается комплексная система мер поддержки участников СВО. Ну, во-первых, хочу отметить, что федеральный закон о занятости населения был внесена поправка.
о том, что приоритетным направлением трудоустройства участника и члена семьи является вот как раз наличие ветерана боевых действий. То есть работодатель приоритетно должен трудоустраивать. Это, по сути, государственная гарантия. Это одно из основных направлений. Кроме того, были приняты законы по медицинскому, социальному, пенсионному обеспечению участников, кредитной истории, налоговой истории, вопросы образования, трудоустройства, обучения детей. Это все в комплексе обеспечивает защиту и поддержку и дает государственную гарантию участнику специальной военной операции и членам их семей. Также вы держите очень тесную связь с военнослужащими, земляками. Какие вопросы требуют вашего активного участия? Первый год характер обращений был следующий. Просили уточниться по выплатам, по ранению и так далее. Этот слой вопросов, он практически снят. На данный момент наши бойцы ставят вопросы по дополнительному обеспечению внештатным оборудованием и техникой. Но эта работа в Республике Саха-Якутия налажена уже на системной основе через оперативный штаб и опорные пункты. Глава республики, главы районов, депутаты и руководители предприятий уже напрямую адресно помогают нашим ребятам. Это очень здорово. Конечно, есть ряд вопросов, связанных с поиском пропавших ребят. Здесь мы отрабатываем с Министерством обороны. Есть ряд вопросов, связанных с фиксацией фактов мужества, отваги и героизма отдельных ребят. Но в ходе боевых действий некоторые моменты не документируются, не успевают просто. И по факту ребята и целые подразделения обращаются с ходатайством, чтобы наш парень был отмечен государственными наградами. В этом отношении тоже проводим работу. На недавно прошедшем международном форуме «Арктика. Настоящее и будущее» вы представили доклад о развитии жилищного строительства в арктических регионах. Какие предложения были вами озвучены? Основные направления по строительству жилья – это комплексность, наличие комплексных планов социально-экономического развития территорий, мастер-планов, не только столиц, но и опорных пунктов по арктической зоне России, комплексное развитие территорий, что подразумевает не только строительство жилья, но и строительство объектов социальной сферы. Жилой сектор, детский сад, поликлиника, больница, школа – все должно быть в шаговой доступности. Это основное направление. Есть инструментарий, это инфраструктурное меню, инфраструктурные кредиты. И мы ставим вопрос, чтобы был определенный лимит финансирования, чтобы дать возможность регионам строить эти объекты. Государственно-частное партнерство, оно тоже имеет право быть. Вчера глава республики поддержал и подписал соглашение с Иркутской нефтяной компанией по строительству социального объекта в Нюрбинском улусе. Это тоже пример, характеризующий и поддерживающий темпы строительства в регионе. Кроме того, вопросы арендного жилья очень актуальны в регионах, где требуются трудовые ресурсы, особенно по северам. Вопросы реализации дальневосточной арктической ипотеки. Здесь мы получили поддержку президента Российской Федерации, но тем не менее с банками мы должны сейчас отработать вопрос снижения первоначального взноса для участников этой программы. Сейчас он на уровне 50%, и молодая семья получает трудности при получении этой программы. И практически президент России решил вопрос семейной ипотеки, сняты ограничения по лимитам. Это тоже очень большое достижение, и семьи имеют возможность сейчас вступить в эту программу и покупать, строить жилье. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с официальным визитом посетила Казахстан. Какие договоренности были достигнуты, какая задача стоит перед парламентарием двух стран? Совет Федерации на постоянной основе проводит работу именно с нашими коллегами других государств, развиваем межпарламентские связи. Надо понимать, что парламенты других государств, СНГ, либо стран-партнеров – это ярчайшие представители гражданского общества, политических партий, и они представляют интересы населения этого государства. И мы, парламентарии, имеем возможность напрямую, работая с парламентами других государств, строить и вырабатывать совместное сотрудничество по развитию гражданского общества. Что касается Казахстана, то было подписано соглашение, выработан план мероприятий на
до 27 года по культурному, историческому обмену, по гражданскому, гуманитарным направлениям, по торгово-экономическим направлениям, по безопасности. Они, безусловно, дают основу, чтобы наши государства дружили, развивались и совместно вырабатывали общий план действий. Вот недавно сенаторы на площадке Сколковского института также обсудили вопросы стратегии развития искусственного интеллекта в сфере образования, а также в сфере высшего образования. На ваш взгляд, для чего нужен искусственный интеллект в высшем образовании? Я хотел бы начать с разработки стратегии развития образования до 1936 года с перспективой до 1940 года. Это важнейшая задача стоит перед гражданским обществом, перед педагогическим обществом, в том числе в Республике Саха-Якутия. Поручение дано президентом, осталось 2 месяца, чтобы мы, республика, жители республики, внесли наши предложения. Концепция будет готовить совершенно новую школу и модель, и образ обучения наших кадров, высоковостребованных кадров, взаимоотношения в школе, сам процесс, образовательный процесс. Ну и, конечно, снизить плечо между вузом и рынком труда, чтобы специалист был востребован на рынке труда. В эту работу включены Российская академия наук, наука должна подключиться, Росмолодежь и, конечно, регионы. Я бы хотел обратиться к педагогическому, родительскому сообществу Республики Саха-Якутия, чтобы в оставшиеся 2 месяца подключились и внесли предложения по стратегии развития концепции развития образования до 1940 года. Это очень важно для нас, для якутян. Важно учесть и национальный компонент, региональные особенности, арктические особенности. И если мы это заложим в концепции развития образования, то будущий образовательный процесс в Республике Саха-Якутия будет как раз идти с учетом наших особенностей. Искусственный интеллект – это технология, это новый процесс в рамках глобализации, это мощный ресурс в рамках глобализации и информатизации общества в целом. И в образовательном процессе искусственный интеллект начали уже применять ведущие школы, вузы, допустим, преподавание математики, информатики и так далее. А искусственный интеллект имеет свои преимущества и риски, и в образовательном процессе они должны учитываться, и, безусловно, должно идти обсуждение. Ну что ж, Сахамин Миланович, спасибо вам большое, что вы уделили время за такую очень информативную и интересную беседу. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.